Хлопзяква, абсолютно хопша эфираджи, хопа информация дыра трамши ушара тыжим тачида. Апсна хадай на пунцакуана загзо Валерий Буганба, апсна шахткуя айзгакур министр Даур Курмази, а министр Раусы ширды нехлыта шахт орган ашып гылара амш. Гукала еще до снехлыта шахт пармадзура ашып гылара амш. И Мариям Фюсаджа, я фершуа заната дырра хатырду акуб, агурагра сырбшвефи профессионализм и занатах и фиму агубулрей, а пыш яхтула апхагат я пепшаза и хорта духа бхам нахуид аддыхалраджа. Ачыма зрачка коронавирус змоу яхязы чыс апсны азгидші кургылам абаса анац хауит апснава апсыра коронавирус чкырысых через оператив штаб. Апсна губзирах через социалты куршерер министри хатыпэл хасканджария яхзейт ехать 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 глазаща. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. Ситуация на 14 апреля следующая. Все 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. 2 из них находятся в центральной районной больнице города Гудаута. 1 находится на самоизоляции. Состояние всех 3 с незначительной положительной динамикой. За прошедшие сутки было тестировано 5 человек. У всех 5 диагноз коронавирус не был подтвержден. Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома. Сегодня состоялась инспекционная поездка министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаза Цахнаки в Гудауту, где он оценил готовность Гудаутской ЦРБ к приему больных коронавирусной инфекцией, а также посетил районную поликлинику, где проходит лечение пациенты с соматическими заболеваниями. Инспекция касалась широкого спектра проблем. Мы провели рабочее совещание в ЦРБ, где обсудили множество вопросов от лечения и маршрутизации пациентов до обеспечения медикаментами и расходниками, оборудованием, затронули технические аспекты и оснащения кухни. Сейчас каждый медработник на своем месте старается сделать все от него зависящее. Идет активная работа. Эти действия на данном этапе оцениваю удовлетворительно, но мы должны сохранить такой настрой и впредь и улучшить показатели, что требует постоянной координации усилий, подчеркнул Тамаз Цахнаки. Кроме того, Тамаз Цахнаки посетил Гудаутскую районную поликлинику, где сейчас принимают пациентов с соматическими заболеваниями, проверил работу скорой медицинской помощи. Специалисты все на местах и работают в 2 смены. Необходимые медикаменты есть, рассказал министр. В Абхазию прибыла большая партия гуманитарной медицинской помощи, закуп которой был осуществлен совместными усилиями московской абхазской диаспоры и движения предпринимателей «Мы вместе» по заказу Министерства здравоохранения Абхазии. Подробности в репортаже Алики Трапш. 14 апреля с утра в Абхазию прибыла большая партия гуманитарного медицинского груза, закупленного на средства, собранные московской абхазской диаспоры и движение предпринимателей «Мы вместе». Приобретены 21 аппарат искусственной вентиляции легких, а также расходные материалы, лекарственные препараты, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала. Словом, все самое необходимое для защиты от коронавирусной инфекции. Действительно, отклик был моментальный со стороны наших соотечественников, проживающих в Москве. Практически мы не успели разместить объявление, как в тот же день стали поступать средства. Поэтому такая отзывчивость была, конечно, впечатляет, восхищает. И, в общем-то, сбор действительно продолжается. Люди продолжают уносить свои средства какие-то. Мы пока не останавливаем, потому что закупки продолжаются. Думаем, что еще будут впереди какие-то поставки. Мы очень благодарны нашим соотечественникам за такую помощь, за такое содействие, потому что без этих средств, пожалуй, все это не состоялось бы. В вопросах защиты населения от коронавируса не остались безучастными и представители бизнес-сообщества Абхазии. Движение предпринимателей «Мы вместе», куда входят предприниматели мелкого, среднего и крупного бизнеса страны, в сжатые сроки удалось организовать сбор средств и с помощью международных организаций закупить и привезти часть необходимого медицинского оборудования. В очередной раз убедился в том, что наш народ в тяжелые ситуации, в критические моменты может и умеет объединять усилия. Мы, конечно же, ожидали, что мы соберем большую сумму денег, но для Абхазии сегодня 47 миллионов, которые были собраны у нас здесь в республике, и 8 миллионов собраны в московской диаспоре. Для нашей маленькой республики это все-таки сумма достаточно крупная. Мы смогли оперативно организовать это правильное взаимодействие московской диаспоры, нашего движения, Министерства здравоохранения
Ассоциации врачей в городе Москва. И в достаточно короткие, сжатые сроки отработать ту основную заявку, которая была первая от Министерства здравоохранения. Отработали мы ее практически полностью. Все закупленное медицинское оборудование и материалы направляются в Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, так как именно Минздрав будет осуществлять дальнейшее распределение гуманитарного груза в медучреждения страны. Ожидается прибытие еще 2 машин с гуманитарной медицинской помощью. Гудаутскую центральную районную больницу мы перевели в инфекционный госпиталь. И основное будет уходить туда, где и данное учреждение оснащаем ИВЛами, расходными материалами и препараты. А потом уже в зависимости от того, в Сухуми кто какую нагрузку имеет, и, соответственно, мы равномерно распределяем расходные материалы для того, чтобы на всем лечебным учреждениям хватило. Сбор средств на закуп медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии все еще продолжается. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. О том, как будет централизованно оказываться помощь, рассказал на площадке оперативного штаба начальник правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения, член оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавируса Ромео Черкезия. Уважаемые граждане, как вы знаете, в связи с угрозой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия введено чрезвычайное положение. Часть населения оказалась в трудной ситуации. Хотим выразить огромную благодарность всем организациям, благотворительным фондам, инициативным группам и неравнодушным гражданам, которые с первых дней оказывают помощь одиноким пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям в продовольствии и медикаментах. Для централизации помощи гражданам Абхазии оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции обращается ко всем гражданам, организациям, желающим продолжать оказывать помощь населению Абхазии, обратиться в оперативный штаб для согласования работы, чтобы исключить дублирование и обеспечить справедливое распределение помощи всем нуждающимся. За период самоизоляции нами сформирована база, которая постоянно обновляется. Мы обязательно поделимся своими данными и воспользуемся вашей информацией, которая покажет, кому уже оказана помощь и кто в ней еще нуждается. Помощь должна быть эффективной, и мы готовы на тесное взаимодействие с вами. Надеемся на ваше понимание. На официальных ресурсах Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия опубликованы контактные данные, по которым можно будет с нами связаться. Эшкуала харшуйта туладжа апкраква аналагалу амтазагалы Гагры район кварджа комендант сад Шишекургу. Асыпшику апкараква алагалан коронавирус змо чимазуитша аналка хазаштех. Мараташарат пяпсна аттула Ахадына подзакона загзо Валерий Бганба егайца закуцара яхин зарок на кутырцаун корреспондент Шишаховштыни загиргеб хаязлар хязан замта. Амзараджа амшапым зажаха. Хтуладжа коронавирус зыхыз ауах хҩык ашәҟәиҭагалоуп. Дара Гагра ақалақь ауааԥсырароуп. Ҳтәыла амчрақәа авирус аларҵәара маиурцазы ирылшо зегь ҟарҵоит. Еиҳарак аҭагылазаашьа ахлаԥшра ӷәӷәа аарҭоит Гагра ақалақь аҿы. Ҳара иахьаҳаҭааит Гагра ақалақь. Абри ижәбо абазгара мҩаду аҟны игылоу аҩнеихагылаҿы ауп хҩык акоронавирус зыхьыз ауаахьынхо. Урҭ рахьтә ҩыџьа ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп руаӡәк, ахәышәтәырҭаҿ ашьҭалара мап ацәылкит. Рыхҩыкгьы ргәабзиара ашәарҭара иҭагылаӡам. Ҩынҩажәижәо хәҩык ауааԥсыра аҩны идәылҵӡом ашҭаҿ ахәыҷқәа рыхәмарырҭа аамҭала иҭацәуп. Ахәыҷқәа аԥенџьырқәа рҟынтәи адәы иқәыԥшуеит. Уажәтәи аамҭазы абри ижәбацәа ҳәа уахысыр ҟалаӡом, аха убри аан иҳәатәуп акарантин актәи амшқәа инадыркны анхацәа хлаԥшрада ишаанырмыжьыз. Афатә ахәшәқәа ахәыҷқәа рзы ахәмаргақәа ҳәа зда ԥсыхәа ыҟам аалыҵқәа рызнаргоит Гагра ақалақь ахадара аруусзуҩцәеи аволонтиорцәеи. Что за препараты и кому они предназначены? Это необходимые препараты для жителей дома по Абазга 53.1, так как каждый раз жители дают список лекарств необходимых, они находятся на карантине, выйти в аптеку не могут. Вот администрация Гагринского района просит предпринимателей, у кого в аптеке, и помогают. Абри ижәбацәа ҳәа иахымскәа Владимир Вардаиеи ахәшә ззааргаз ахаҵабырги еицәажәоит. Аспирин привез тоже.
Сейчас СИРа сформирует список лекарств, которые вот необходимы, потому что нам аптеки собирают их. А волонтер лагзар мышкахи хэн пшен пареюнахи данаугу. Ирыгуй рыбзор заалгуйди хараги ахучкваргучтызхуа ахмаргаква. Конечно, не нравится им сидеть так долго дома, но а что если делать, если выхода другого нет? Все с пониманием относятся, потому что ситуация непростая, сложная. Вот у ребенка день рождения было, подарочки, ну то есть все, что они не могут сказать мальчикам, как говорится, они звонят мне. Вы к ним заходите или на улице встречаете? Мы здесь вот за запретной линией, они мне передают бумажки, я покупаю им то, что нужно, и приношу. А коронавирус аларджара майорца за Гагра района часат уяжвейнаргна, ашижа саат бижбанца, а комендант саат алагалу. Япцоп Гагра акалак пейзара депутатшей, а медикчей, а зинхчара туспарту каруусвичей, а санитар эпидемиология туспарта, архатарнакчей злахуаштабы, а хуахтрат объектква хлапшрасту, а комиссии. А района ходына панцахуана загдзо Владимир Джиния, а журналистша алархуна имя пейгазайла турачадырза открыта коронавирус, аламарчараза акалаки а районырхна и ичкау аусмипкатква. Яраяжу корыла хамтаза атагла заща тышенталу. Проведена была изначально дезинфекция квартирных домов, улиц, объектов, где часто посещаются. Это больница, милиция и вот те торговые объекты, где часто люди находятся. Закрыты были рынки все по Гагарскому району, были созданы посты. С момента закрытия границы ежедневно поступают нам списки, где мы с отделом внутренних дел Гагарской милиции, санэпидемстанции этих людей отслеживаем, берутся телефоны и находятся на контроле. По самому дому оба подъезда сегодня изолированы. В первый же день была проведена дезинфекция обеих подъездов. Владимир Джиния жокорылы хазынцаск псолпи ахуа аркразал шацу. И уэпшим амзас курыхканах тулауа ахуа хымцар адапсухарымам. Ярубас ирада заадкалит, а карантин акуны корача ирпылу авадайракваги. Те люди, которые находятся в зоне риска, они по всем вызовам они выезжают, и непосредственно у них бывают контакты. А средства защиты уже подходят к концу. Это тоже у нас благотворительные организации, аптеки. У кого что было, мы по чуть-чуть везде собираем. И сегодняшний день мы разговаривали с главным врачом, и представитель собрания здесь на совещании это озвучивал. Нам эти страны необходимо, потому что они тоже на исходе находятся. К сожалению, пока из России, там, кто обещал, мы не смогли провести границу. У нас есть моменты, чуть проблемы, но руководство нам обещало, что эти средства будут. Гаграпе а район хуштырта ашта вахенталу амшемба ялхуа кялагылу. Абраго пьярго чимазыча ахкварто. Ярымышкы знакомку а дезинфекция зырует. А хуштырта хаким хадаяжу корыла. Ехетби аамта зарака вежи пшюк что. Егер ташык сквер чырпшна хахуапшвазар урт рачаюдзам. А усрует вахкичен гейласу ацхрарат машина квахпа. А хаким хадаяжу корыла яхтоу а медицинат маруга корыла и юкшоп. На сегодняшний день 34 человека больных. А так, чтобы коллективу этому не привыкать, единственное, это ворота в Абхазию. От нас зависит, насколько мы вовремя выявим. Ну, вот это что закрыли границу, это большое дело. Потому что у нас внутри практически нету больных. Вот эти, которые инфицированы, они в основном все приехали оттуда с России. Ну, там на границе проверяли, но в то время там интубационный период 14 дней. Это интубационный период, он не заканчивался, поэтому были тесты отрицательные. Вячеслав Аргун хайчажвер гуана карака хасабала да заадкалит, а коронавирус и хайусыз адзин разахтулача из ширцхазги калапха. Ну, мне кажется, это коронавирус, вы знаете, он не сегодня появился. Вот это в зимнее время вот было воспаление легких. У людей столько было, из них 3 человека у нас в республике умерло. Ну просто это никто не знал, что этот вирус. Она что, единственное осложнение дает, значит, пневмонию. Такие пневмонии я вообще столько лет работаю, я и в жизни не видел. Понимаете? Поэтому этот анализ тоже не всегда он положительный. Вот сейчас только передачу каждый смотрит. Вот сейчас единственный коронавирус выявляется на основании, что ты рентген сделаешь, там воспаление увидишь. Только КТ надо делать, чтобы
точно подтвердить, это есть или... Есть, которые здесь, могли спрашивать. Да, конечно. Гагра районаҿы аус руеит апостқәа жәбаҩ. Амашьынақәа аанкыланы ауааԥсыра ршоура гәарҭоит. Ашоура змоу аӡәыр дыҟазар, ахәышәтәырҭахь дрышьҭуеит. Ҳҭыхратә гәыԥ аус ауанаҵыз шоура халас ҳәа аӡәгьы дыҟамызт. Гагра район иҳаҩсыз аухазы шәихԥа еилагара аарԥшын. Вчера было задержано, значит, за время комендантского часа 103 человека. Это по району. Они все доставлены в отделение милиции, в УВД, Пицунду, Цандры, Пшибзыб. Проведена с ними профилактическая беседа, и в 7 часов утра, это все с записями, они были отпущены. Поставлено на штрафплощадку 67 единиц транспорта. Задержано 2 человека за употребление наркотических средств, а также 1 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие материалы собраны и пересланы в суд. Иахьатәи аамҭазы Гагра районаҿ аҭагылазаашьа ҭышәынтәалоуп. Адәқьанқәа рҿы афатә ыҟоуп. Ауаа маҷуп умҳәозар. Имаҷуп аханыс иааиуа амла иамкандаз ахәацәа ҳҭаӡом изҳауа еиԥш хәҷык нацҵаны ҳаргьы ҳҭиот. Аскладқәа рҿынтә иааҳгот аканҳаго ус еиҵахарак ыҟаӡам. Даҽакалагьы изыҟаломызт иаԥҵоу аҭагылазаашьаҿы. Ҳҭыхратә гәыԥ аус ауанаҵы ауаа шамахамзар иуԥыломызт. Адәқьанқәа рҿы аӡәы ҩыџьа рыда аахәаҩцәа ҳрықәымшәеит. Амҩадуқәа рҿы амашьынақәа рацәамызт. Дениза Гергиаԥҳа, Давид Хашык, Аԥсуа телехәаԥшра. Лыԥсҭазаара далҵит Аԥсны зҿаԥсазтәыз арҵаҩы Баграт Шьынқәба ихьыӡ зхәыҷлоутәи абжьаратә школ аҿы ҩынҩажәаба шықәса инреиҳаны аҿаррааӡара џьабаа азызбахьаз Кабба Логуа Лида Пахәала-иԥҳа. Арҭ ашықәсқәа ирылагӡаны арҵаҩы лнапы иҵыҵыз Ҷлоуаа арҵеира жәохә абиԥара иреиҳауп. Аҵара инаваргылан лџьабаа дуӡӡа зкын аҿаррааӡара, аԥсуара рылааӡара. Абаҩхатәра дуӡӡа илылаз иабзоураны лус азнеишьа дақәшәон, лырҵаҩцәа дрызааигәан. Илҿырҵаауаз аҟазшьақәа иреиуан аԥсуа иламыс аныҟәгара. Лдырра ҵаула лԥышәа рымалдун илеиҵбацәаз арҵаҩцәа. Аус лыцызуаз лколлектив ргәалашәараҿы даанхоит наунагӡа ари аԥҳәыс арҵаҩы ан ауаҩы лаша. Уажәы шәзыӡырҩ амш зеиԥшрахо. Аҳауа агәадаҩцәа излаарыцҳауала уаҵәы Аԥсны иахьаҵанакуа амш бзиахоит. Уахынла хәба жәаба, ҽнла жәаба 2 градус. Амшынӡа аҟәандара 1 градус. Абри ала ҳҭыџьымҭа хыркәшуп анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа.